Öyle korrupsiya, öyle korrupsiya, öyle korrupsiya. Это Абдыкерим Бекмурзаев, который на Первом народном Курултае, прошедшем в 2022 году, запомнился широкой публике высказыванием о коррупции. Аксакал, избранный делегатом Народного собрания от Карасуйского района, поднял проблему села Барак, которое раньше было самым большим эксклавом Кыргызстана в Узбекистане. Bir жақсылық болар деп күтіп, баяғы эми туылған жери да, баяғы Өзбекстан içinde olsa da туылған жери. Баяғыны таштагысы келди, бечара эл кыйналды. С каждым годом по причине усложнения пограничного вопроса жители села Барак начали переселяться на территорию Ошской области к своим родственникам. Некоторым приходилось снимать жилье в аренду. На Народном Курултае данный вопрос не остался без внимания. Барактыктар биз жаман кыйналдык, туугандар. Урматтуу президент, урматтуу төрага. После переговоров президентов Кыргызстана и Узбекистана были уточнены границы. В результате соглашения было принято решение об отмене 208 гектаров земли с Узбекистаном и создании села Джангы-Барак. 6 мая этого года началось строительство поселка. Менее чем через 7 месяцев жители получили современное жилье со всеми удобствами. 15 ноября в Карасуйском районе Ошской области открылось новое село Джангы-Барак. Здесь поселились граждане из эксклавы Барак, оставшегося на территории Узбекистана. Тогда вопрос, поднятый на Курултае, был решен, и разъехавшиеся по разным районам люди вновь собрались в одном месте. Мы наконец-то заехали в новые дома. У меня слезы наворачиваются на глазах. Жаль, что наши родители не смогли увидеть этого. Раньше мы жили в условиях, которые были намного хуже. В этих домах есть все: санузел, котельная, все рядом и удобно. Скоро на кухне установим технику и будем полноценно проживать. Расположение не поменялось, соседи остались те же. Мы очень рады. Президент Садыр Джапаров, присутствовавший на открытии нового села, успел пообщаться с Аксакалом, который поднимал на Курултае вопрос об эксклаве. Это не первый случай, когда вопрос, поднятый на Курултае, решается. До этого 2 раза проходили народные собрания, на которых поднимались многие проблемы. До сегодняшнего дня почти все были приняты во внимание и постепенно решаются. Люди тоже начали понимать, что Курултай – это очень нужный съезд, который служит мостом между властью и народом для решения насущных проблем. В этом году 20 декабря в Бишкеке пройдет 3-й народный Курултай. Сейчас идет интенсивная подготовка к нему. Организационный комитет по проведению народного Курултая собрался на 5-е заседание. В нем приняли участие сотрудники администрации президента, задействованные в организационной работе, полпреды президента в областях и министры. Народный Курултай пройдет в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. На него избираются 700 делегатов из каждой области страны, этнических групп и трудовых мигрантов. В настоящее время идет подготовка к отбору делегатов. Государственные органы, акимиат и другие госслужащие не будут принимать участие в Курултае. Максимум они могут помочь с организацией. Сейчас есть возможность у каждого гражданина стать делегатом от своего района. Никаких ограничений никто не устанавливал. На этот раз народный Курултай будет иметь ряд особенностей. Например, увеличилось количество людей, желающих принять участие. Также при проведении съездов используются цифровые методы. Точнее, голосование проходит в электронном виде, и делегаты входят и выходят через Face ID. На предстоящем Курултае мы вводим цифровизацию. Голосовать будут все электронно. Если раньше этот процесс сопровождался поднятием мандата и все считалось вручную, теперь за этим будет следить техника. Все результаты будут выводиться на большой экран. Bunun bardығы ким қаршы, ким қалыс, ким мақұл екендігін жалпы чоң экрандан процентімен көрсетіп бере тұрған болды.
В день Курултая выступят президент Садыр Джапаров, председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров и Төрага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев. Кроме того, на Народном собрании 20 декабря будет представлена информация об исполнении задач, принятых на прошедшем Курултае. Члены Кабмина работали над вопросами и проблемами, которые были подняты как на первом, так и на втором Курултае. Целый год непрерывно работали над реализацией планов. Многие проблемы были решены и решаются по сей день. Улучшение инфраструктуры, строительство социальных объектов, вопросы воды, дорог и земли – это проблемы, которые больше всего поднимались на предыдущем Народном съезде делегатами со всех регионов. Поэтому, по словам членов оргкомитета, будет лучше, если те, кто будет присутствовать на встрече в этот раз, уделят приоритетное внимание критическим проблемам или национальным проектам. Кроме обычных социальных проблем, как строительство дорог, школ и многое другое, делегаты начали поднимать вопросы национальной идеологии, культуры, воспитания молодого поколения. Конечно, важными остаются вопросы экономического развития каждого региона. На этот раз Народный Курултай пройдет 20-21 декабря в городе Бишкек с участием президента Садыра Джапарова. В заседании помимо делегатов примут участие депутаты Жогорку Кенеша, члены Кабинета министров, представители госорганов и органов МСО. Курултай – это мост между народом и властью. Институт Народного Курултая будет способствовать укреплению кыргызского государства и общества, поддержке устойчивого развития, улучшению качества жизни, консолидации общества вокруг национальных интересов, отмечают аналитики. Малик Аюпов, Оскар Маратов, ЛТР Бишкек.